По какой причине в Абхазии резко активизировался коричневый мраморный клоп? Увеличилась ли его популяция? Насколько пострадали растения от вредителя и как бороться с клопом? Об этом пообщаемся с начальником службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Абхазии Владимиром Герия. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в выходные дни в соцсетях Абхазии, вернее, соцсети Абхазии буквально взорвались жалобами на нашествие мраморного клопа. Реально люди писали, что насекомые атаковали жилища, в закрытые шкафы, их там находили в большом количестве, проникали в одежду, вещи, и так далее. Почему так резко активизировался клоп? На самом деле мало приятного в этом. Категорически неприятно. Отрицательные эмоции сплошные от присутствия рядом с нами коричневого мраморного клопа. В соцсетях действительно ажиотаж. Даже один пост звучал так: «Нас съели клопы, помогите». Клоп присутствует в Абхазии уже на протяжении более чем 8 лет, но на протяжении 8 лет мы с ним боремся. Наука наблюдает за поведением этого насекомого. Насекомое чрезвычайно опасно для сельхозкультур и вообще для растений, является многоядным, портит урожай и, естественно, нуждается в мерах противодействия его развитию и размножению. Клоп не опасен для человека, он не кусается, кроме того, что он зловонен, никаких других опасностей физических он не несет. Но, тем не менее, мы с ним боремся. Он несет опасность сельхозугодьям, растениям и так далее. Это тоже опосредованная, скажем так, ущерб. Может, не опасность, но ущерб для человека, для его труда, материальных вложений и так далее. Да. Я остановлюсь на том, что происходит в данное время. В данное время клоп концентрируется вокруг нас, вокруг жилища. Это связано с его жизнедеятельностью. Морфология развития этого насекомого такова, что зимой он пребывает в состоянии покоя. Сейчас насекомые ищут места для зимней спячки. Зимняя спячка насекомых называется диапаузой, и время, предшествующее диапаузе, оно проходит на том, что клоп ищет места для убежища. Визуально кажется, что резко выросла численность, но на самом деле численность насекомых не выросла, просто равномерно распределенные особи по территории низменной части Абхазии сейчас концентрируются вблизи тепла, вблизи жилья и ищут места для того, чтобы спрятаться на период зимнего покоя. И с этим связано то, что мы наблюдаем, и с этим связаны все категорически отрицательные реакции наших жителей Абхазии. А откуда у вас данные, что их не стало больше? Вы же их не можете посчитать, но я сейчас не конкретно вы, а службы наши. Ежегодно ведется борьба и принимаются меры противодействия размножению этого насекомого. Насекомое, как инвазивный вид, появившееся в Абхазии из стран Юго-Восточной Азии, пребывая в Абхазии, размножалось и увеличивалось в геометрической прогрессии, потому что никакие внешние факторы этому не мешали. Со временем, когда насекомые продолжают жить, появляются их вредители, хищные насекомые, которые питаются разными стадиями, в данном случае мраморного клопа, и тем самым снижая численность популяции. Это хищные насекомые, это вирусы, это болезни, которым, естественно, подвержены мраморный клоп по прошествии нескольких лет его нахождения в Абхазии. Это заметно визуально, и все жители Абхазии заметили, что по сравнению с годами 19-21 годы численность его резко была уменьшена. Естественно, это связано и с
с мерами, которые принимают специалисты для защиты урожая. Это опрыскивание, это несколько лет проводился механический сбор насекомых. Конечно, их численность заметно уменьшилась. Можно такой вопрос? Когда по пришествии весны, насколько я понимаю, когда, как говорят специалисты, клоп встал на крыло, есть такое выражение, да? Вот, в этот период вот нам, журналистам, и вообще как бы вот людям, с которыми нам удалось там говорить на эти темы, обратили внимание, что вот в этом году их стало больше. Даже была речь о том, что мы попросим Минсельхоз, чтобы и в этом году как-то провести очередной ручной сбор насекомого. Но потом через какое-то время сказали, что тревога ложная, что в этом нет необходимости. И ручной сбор не провели в этом году. Не было ли это ошибкой? Я думаю, что... сказать, что это было ошибкой, я не могу, потому что единолично я не принимаю таких решений. Но ситуация первой декады октября говорит, это же в этом году, это было то, что мы констатируем в этом году, это было и в прошлом году, и на протяжении всех лет нахождения мраморного клопа. Первая декада октября заставляет нас как бы обратить внимание на его присутствие. Он всегда в таком количестве лезет, значит, в наше жилище, прячется на чердаках, в подсобных помещениях и так далее. И в прошлом году тоже в октябре были планы о том, чтобы объявить, профинансировать и организовать механический сбор весной. Но дело в том, что этой весной как раз-то не оправдались вот эти ожидания о том, что клоп будет развиваться, значит, опять по возрастающей. И потери урожая, проводятся, я об этом расскажу, наверное, отдельно, что связано с борьбой с мраморным клопом. А что касается механического сбора, сегодня премьер-министр проводил совещание, и был как раз поднят вопрос о том, не слишком ли мы заняли либеральную позицию по отношению к этому вредителю. И были даны поручения премьер-министрам, чтобы разработали опять исчерпывающий спектр мер, которые принимали мы несколько лет назад. Туда входит и механическое финансирование механического сбора с приемом, значит, у населения собранных насекомых и последующим их уничтожением. Сюда входит применение феромоновых аттрактантов, сюда входит опять создание мобильных бригад и намерение правительства Абхазии связано с тем, чтобы сезон, значит, 26-го года с весны был применен опять весь спектр мер против распространения этого насекомого. Но опять же покажет время, насколько что будет востребованным. На самом деле, вот я когда готовилась к интервью, у меня была такая мысль, почему вдруг, скажем так, вот мы ослабили хватку. Пусть даже этого вредителя стало меньше в разы, но тем не менее вот наша цель, на мой взгляд, в том, чтобы его вообще не было, или было прям минимальное количество. Понятно, что это финансово затратное мероприятие, когда ручной сбор проводится, нужно оплачивать вот эту работу и так далее. Но, может быть, в приоритете было бы все-таки вот какая-то вот экологическая составляющая, безопасность там сельхозугодий. Да и вообще, неприятно это насекомое видеть. Зачем ему давать шанс? Вы правы. Но в первую очередь в рамках моей компетенции это защита сельхозпродукта. С точки зрения подход к защите сельхозпродукта, он складывается из нескольких методов, мер борьбы с клопом. Химический метод борьбы с клопом, он связан с периодическим воздействием химикатов, ядохимикатов на места скопления этого насекомого. Достаточно опыт есть. Правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы запас инсектицидов
был и в случае при необходимости их применения, чтобы мы не ездили, не искали, не просили. В этом отношении у нас все есть. Есть в спектре запас пестицидов, и в том числе и от болезней, которые связаны с жизнедеятельностью клопа, и против самих насекомых. И не только клоп нам угрожает. Использование этих препаратов дает свой эффект. Мы констатируем эффект по качеству урожая. Минимальные, сведены к минимуму порча урожая в связи с жизнедеятельностью мраморного клопа. Это касается ореха, это касается цитрусовых, это касается других субтропических культур, инжир, хурма. И если взять мраморного клопа, то минимизированы максимально потери урожая. Что касается самой популяции, то приложить усилия к тому, чтобы свести ее к нулю, невозможно. Клоп будет находиться в природе, и как любой насекомый вредитель при определенных обстоятельствах или при календарных обстоятельствах численность его будет увеличиваться. Я считаю, что при том, что как бы настораживает масштабы распространения популяции, можно применять дополнительные меры по борьбе. Нам они знакомы, известны, и я уверен, что все будет в исчерпывающем виде проведено. Хочу опять остановиться. Вспышка в октябре, она не несет никакого ущерба, она просто вызывает отрицательные эмоции, и против нее тоже можно применять меры не на государственном уровне, а людям, у которых есть все возможности как бы сокращать его, делать ловушки. Вы знаете, вот мне показалось, что это прям реально одним днем было нашествие. Вот 4 числа, 4 октября, это было прям какое-то вот реально нашествие, а потом резкое такое ослабление, конечно же, есть, но все-таки резкое ослабление. Это что, одним днем происходит? Так и было. С 3 октября повсеместно в Абхазии стали констатировать резкое увеличение количества насекомых, опять же я скажу, вокруг нашего жилья. Да. В Восточной Абхазии, конечно, это апогей в эти дни. В Западной Абхазии, в Гудаутском районе тоже огромное количество, и в Афоне огромное количество их мы наблюдали. Дело в том, что это происходит именно во времена похолодания на общей территории Абхазии, и календарно к 20 числам октября клопа не будет видно нигде. А спад может начаться, вот сейчас я рассказываю, может быть, уже пошел популяция, обитающая вокруг нас, пошла на спад. Я помню, по-моему, вы как раз заговорили о таком эффективном методе, как я понимаю, с ваших слов, когда вот нужно как бороться, да, то есть собрать большое количество вот этого вредителя, там, допустим, в одну коробку с ветошью, там, оставить ее открытой, там они найдут место, чтобы пригреться, и потом вот так злостно уничтожить среди зимы, когда они уже будут спать. Это эффективный метод? Любой метод по уничтожению этого вида насекомого является эффективным. Одна самочка за сезон дает до 3000 себе подобных потомства. И, соответственно, вот когда мы килограмм, допустим, государство стимулирует платой за килограмм сданного для уничтожения насекомого. Если уничтожить килограмм каждому, то это, конечно, очень большой стресс для популяции. То, что мы говорим о коробочках, вот мы когда наблюдаем, вот вчера, позавчера просто стены были заселены этими насекомыми, значит, коробка, от пищевых продуктов, гофрокоробка,
в которой уложены, там, не знаю, ветошь, бумаги смятые, которая очень, значит, ценится как жилье, я уверяю, что за несколько дней там соберется больше килограмма клопов. Вот в таких местах, где их нашествие. Их можно сжигать, ставить новые коробочки и тем самым вносить вклад в борьбу с клопом. Но это надо делать всем. Я очень сомневаюсь, вот так поедем по селам, что где-то мы увидим эту вот коробочку, которую очередную после сжигания хозяева ставят. Что касается вот этих феромоновых ловушек, Да. вы их используете именно против мраморного клопа? Да, у нас было 60 тысяч комплектов в 2020 году, по-моему. Это когда Минсельхоз России нам очень помогал. Но нам помогал, потому что проникновение через границу не регулируется. Надо было работать и там, и здесь. Сообща, да. И мы работали сообща. Вот 60 тысяч ловушек было роздано населению. Мне трудно сказать, сколько их осталось, но ловушка без феромонового аттрактанта, она не несет никакой технологической пользы. Абхазия, может, закупит феромоновые аттрактанты для того, чтобы оставшиеся ловушки в рабочее положение вернуть. Об этом сегодня тоже говорилось в кабинете министров. Премьер-министр очень заинтересован в том, чтобы, это естественно, в том, чтобы во всем спектре была начата работа при необходимости. Так что рекомендуют все-таки, к чему склоняются специалисты вот по поводу того вопроса, который задал премьер-министр Владимир Делба? Будете ужесточать? Будет вот режим борьбы, скажем так, с мраморным клопом? Будет ли объявлен ручной сбор? К чему вы лично склоняетесь? И что думают там ваши коллеги по этому поводу? Ко всему надо готовиться, единомоментно сделать ничего нельзя. В данном случае стоит актуален вопрос о механическом сборе, который будет объявлен в весенний период. Но заблаговременно, конечно, об этом будет объявлено при разработке всех шагов, как это будет выглядеть. С ядохимикатами вопрос обстоит не так остро, потому что они есть. У нас есть на будущий год. Значит, что касается ловушек и феромонных аттрактантов, это тоже все актуально. И вполне возможно, что будет каждый в отдельности из этих мероприятий, но вопрос не решает. Вместе они друг друга дополняют. Опять же, активность должна быть и на местах. Я минуточку хочу сказать об одном вопросе, который поднимается и очень муссируется. Мы пользуемся ядохимикатами. Это сложные продукты и достаточно дорогостоящие. Вот о том времени, когда мы работали совместно рука об руку с Российской Федерацией по борьбе с клопом, это было в первые годы, когда просто была катастрофа. Нам помогали, и в Абхазии поступали инсектициды именно по борьбе с насекомыми, лекарства в более чем достаточном количестве. Они были предназначены для безвозмездного использования, что продолжается и по сегодняшний день. И сегодня бесплатно лекарство можно получить в любом селе нашего государства для того, чтобы использовать его по назначению. И некоторые виды лекарств, исходя из того, что срок годности у них 3 года, некоторые виды лекарств сегодня у нас еще в складе Минсельхоза датированы 2020 годом. Но где к 2024 году истекал срок его годности. Я с полной уверенностью хочу сказать, что компания-производитель для того, чтобы, это определенные нормы и требования, пишут срок годности. Наши складские возможности выглядят так, что лекарства лежат при определенной температуре и без попадания солнца. Они не теряют своего эффекта, и то, что мы раздаем сейчас, препараты, в основном препараты все свежие, которые остались, утилизировать их, просто это расточительство. Мы их раздаем и одновременно проверяем сами на практике,
они совершенно не теряют своих свойств. И исходя из того, что это не продукты питания, все-таки это химические соединения, их можно использовать с тем же успехом, как и те, которые выпущены. Вот мы завезли 25-го года препараты. Вот когда идет речь о том, что где-то вышел срок, у нас это все под контролем. Никаких отрицательных последствий это не несет. Скажите, есть ли опыт в других странах, когда вот этот мраморный клоп, допустим, или в совершенно незначительных количествах, либо же от него все-таки избавились? Я не владею такой информацией, но я был в тех странах, где присутствие клопа вызывало такой же отрицательный ажиотаж, как в нашей стране. И это развитые достаточно страны, это в том числе и Соединенные Штаты Америки, Италия, страны Средиземноморья. 100% потеря урожая, колоссальные убытки и колоссальные средства вкладывались в то, чтобы предотвратить в дальнейшем вот такой ущерб. Нигде от клопа где вот я точно знаю, от клопа не избавились, он просто становится аборигенным. Клоп-щитник жил в Абхазии до вот этого коричневого мраморного клопа с таким же запашком, повреждал алычу. Этот запах, например, мне знаком с детства. Но не было такого, чтобы вот всем миром боролись с ним. Пришелец просто изолирован извне, от действий извне. И он размножался колоссальной скоростью. Теперь это все будет более сдержанно. А правда, что есть какая-то там птичка, которая их съедает? Или это слухи? Нет, обязательно есть. Может, это птичка, может, это микроорганизм, но обязательно есть враги. Но я не могу сказать об этом виде, об его названии. Скорее всего, это определенный, ряд факторов, которые численность коричневого мраморного клопа снизила значительно. Вы говорили о том, что все-таки вы не фиксируете значительного ущерба для сельского хозяйства. Это так, да? И пока это положение будет, я имею в виду от мраморного клопа, это положение сохраняется, потому что постоянно идет, скажем так, вот это опрыскивание, лечение тех же мандариновых плантаций. Вот, кстати, как с ними обстоят дела. И с другими деревьями, да, фруктовыми в том числе. Он, конечно, наносит ущерб, но с тем стрессом, с которым мы сталкивались 3, 5, 7 лет назад, мы не сталкиваемся. Обработки проводятся. Допустим, орех обрабатывается весь. Тот орех, который не обрабатывается, он не дает урожая хорошего. Цитрусовые обработки от мраморного клопа, несколько обработок за сезон в садах с промышленным выращиванием сельхозпродукта проводятся. Просто владельцы растений знают уже когда, как обрабатывать и что будет, если не обрабатывать. Но клопа стало меньше, такой интенсивной нагрузки пестицидов на нашу землю, как было, такой уже интенсивности нет. Но в большом количестве пестициды все-таки расходуются. И главная причина – это борьба с мраморным клопом. То есть все-таки нужно такой баланс соблюдать, чтобы не испортить, скажем так, продукцию и вот этими химическими средствами, и в то же время, чтобы не дать ему стать жертвой клопа, скажем так. Да, я вот был категорическим противником требований проводить обработки сейчас, вот в эти дни, когда появился клоп вокруг домов, обрабатывать полосами вокруг населенных пунктов. Это неправильный подход. Мы вносим перекос в природу и совершенно не уменьшаем численность в сегодняшний день этого нашествия. Применение ядохимикатов требует тоже очень большой
большого внимания и осторожности. Очень много зависит, в том числе и пчеловоды очень нуждаются в сокращении пестицидной нагрузки. Ну и вообще эта энтомофауна, она очень хрупкая. Там много полезных насекомых, которые страдают тоже при применении химикатов. Поэтому мы стараемся так, чтобы это была золотая серединка. Но я имею в виду в масштабах Абхазии, а так локально трудно это все углядеть. Спасибо. Спасибо большое за разъяснение, за интервью, за беседу о том, по какой причине в Абхазии резко активизировался коричневый мраморный клоп, увеличилась ли популяция вредителей и как с ним бороться, рассказал начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.